Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. 47 миллионов на 77 домов. Не платят, и не собираются, и не могут, и не хотят. Огромные долги за жилищно-коммунальные услуги и борьба с ними. В сюжете Адель Кламис. Новые участки тысячам многодетных семей. Переезжать пока нецелесообразно. Почему на бесплатной земле до сих пор никто не живет? Лина Зинатуллина. Из рук в руки. Казанские врачи восстановили кисть руки. О том, насколько все прошло успешно, расскажет Альбина Минибаева. Сегодня президент Татарстана подписал указ об освобождении Ильдара Халикова от должности премьер-министра республики. Заявление он подал по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Именно так говорится в тексте указа. 4 апреля Ильдар Халиков приступает к работе в качестве генерального директора управляющей компании «Татэнерго». Кроме того, он продолжит возглавлять советы директоров компании энергетического сектора Татарстана. Фарид Мухаммедшин сегодня прокомментировал отставку премьера. Он отметил, что Ильдар Халиков прошел большую школу в тандеме с Рустамом Миннихановым. Спикер Госсовета уверен, что это обдуманное и взвешенное решение. Он не исключает, что к этому его могла подтолкнуть ситуация с Татфонбанком. Госсовет сейчас ждет предложения президента по кандидатуре нового премьер-министра. Временно обязанности премьер-министра исполняет Алексей Песошин. В Казани усилены меры безопасности. После сегодняшней трагедии в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв в метро, в аэропорт Казани и на станции метро направили дополнительные наряды полицейских. В ближайшее время они будут дежурить в усиленном режиме и особо тщательно досматривать пассажиров и багажи. Будут ходить кинологи, будем стараться 100% досматривать наших пассажиров. Мы хотим, конечно, чтобы терпеливо отнеслись наши пассажиры к этим досмотрам, потому что безопасность прежде всего. Более 5 миллиардов рублей задолжали татарстанцы за услуги ЖКХ. Многие годами не оплачивают коммуналку, и управляющие компании, судебные приставы порой бессильны. Адель Коломеец попыталась увидеть хозяев, чьи коммунальные счета уже перевалили за 500 000. 15, 27, 21, 41 и даже, внимание, 819 тысяч рублей. Долги жильцов за жилищно-коммунальные услуги. Только по одному дому порядка 1 миллиона. Рекордсмены по задолженности живут за этой дверью. Ее нам сегодня никто не открыл, но соседи оказались разговорчивыми. По их словам, в квартире проживает многодетная семья. Коммуналку не оплачивают уже около 10 лет. В дверь, говорят, лучше не стучаться. Гостям здесь не рады. Там какие только меры не принимали, что только не делали. Там, по-моему, 4-5 детей, все переженились, все вышли замуж, все здесь вместе, короче. Общий долг на Закиева 11, порядка 1 миллиона, еще почти столько же было в доме по соседству. Но недавно задолженность частично погасили. Бывшие владельцы квартиру продали и уехали. Человек 6-7 было. Мы даже не понимали, кто живет. Конечно, вот мы 19 лет живем здесь, 19 лет мы с ними мучились. Мучаются с должниками в управляющей компании. Жителям с большими долгами отключают электроэнергию и канализацию, но погашать люди не торопятся. Люди не платят, и не собираются, и не могут, и не хотят. Есть такие, как мы знаем с вами, социально опасные слои населения. С ними, конечно, тяжело работать. Взыскать нечего. Тут и приставы у нас, к сожалению, не могут отработать данные квартиры. Отобрать единственное жилье приставы у должников не могут. Вот и копятся долги. Сейчас уже порядка 40 миллионов. И это на 70 домов, говорит юрист управляющей компании «Вазина». И такая ситуация не только в Казани. По данным Минстроя, долг по Татарстану более 5,5 миллиардов рублей. Адель Кламис, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Лайшевском районе сегодня вручили ключи выпускникам детских домов и сиротам. Новые квартиры они получили в рамках республиканской программы. Жилье выдается по социальному найму, чтобы его нельзя было приватизировать, так как были случаи, когда черные риэлторы присваивали квартиры детей-сирот. За 3 года жильем обеспечили 906 человек. Тему продолжит Эмиль Исламов. Вот здесь будем мы с тобой ручки мне, да? Осмотр новых владений длится недолго. Ванная комната, зал и кухня – все вместе чуть более 30 квадратных метров. Но для семьи Гизятовых это своя квартира, полученная по специальной программе. Читай бесплатно. А значит, недостатков у нее быть не может. Я здесь сам родился, жил. Поэтому для меня это все-таки очень близкий район, близкий поселок. Либо сандалай.
Да, тебе большого такого настойка. Посмотреть на новую квартиру приехали министр образования республики, глава Лаишевского района, представители Госжилфонда. В общем, как говорится, атмосфера была праздничная и волнительная. Единственный, кто не до конца еще понял всю важность момента – маленький участник церемонии. И в этом году из республиканского бюджета были выделены 346 миллионов рублей, из федерального бюджета более 40 миллионов рублей. Каждым годом у нас увеличивается размер финансирования, поэтому в тех сроках мы будем обеспечить всех детей-сирот жильем. Ландшафт поселка Песчаные Ковали многоэтажные дома начали изменять не так давно. Например, вот эти были сданы в эксплуатацию в декабре прошлого года, но уже сегодня они полностью заселены, в основном категории социальных ипотечников. Мы стараемся построить благоустроенное жилье. В некоторых районах даже получается обеспечить сирот мебелью. Такой стремительной застройке способствует специальная республиканская программа социального найма, действующая с 2013 по 2020 год. Сегодня квартиры выдавали воспитанникам детских домов и детям-сиротам. Такая же программа действует и для высококлассных специалистов, приехавших в Татарстан из других регионов. Эмилий Исламов, Амир Залюшев, ТНВ, Лаишевский район. Земля есть, а удобств никаких. Многодетные семьи Казани в этом году получат почти 5000 земельных участков. Казалось бы, живи да радуйся, но на деле не все так радужно. Что не так с землей? Лина Зинатуллина. Это с разных сторон наш фундамент. Свой участок многодетная семья Авиловых получила 5 лет назад. За 3 детей 6 соток. Чем больше семейства, тем просторнее надел. На земле в Высокогорском районе они уже залили фундамент. Мы просто хотим, чтобы у нас в перспективе была возможность, например, оставить квартиру детям, а самим потом переехать туда жить. Пока лишь такие долгосрочные планы и остаются владельцам участков. Инфраструктурой здесь и не пахнет. Главное достижение – электрификация и щебеночная дорога. Да и те только участкам у поселка Каймары. Проблема в отсутствии финансирования. Выданные участки пока больше похожи на чистое поле. Капитальным строительством здесь занимаются единицы. Строят в основном дачные домики, либо вовсе не осваивают, а то и продают участки. Проблемы остаются с сетями. Мы их решаем сетевиками. И с республиканской программой по строительству, щебенению дорог. То есть первые шаги есть, но, к сожалению, не так, как мы хотели бы. Так или иначе, в очереди на участке сейчас 9500 семей. И каждый месяц еще по сотне желающих. В этом году выделили больше 800 гектаров. Это значит, земельный надел получит почти 5000 семей. Это территории близ Константиновки, Больших Дербышек, поселков Сокуры и Каймары. Мы планируем начать распределение первых 323 земельных участков в Сокурах в конце апреля 2017 года, а в Каймарах в начале мая 2017 года. Благодаря этому уже в текущем году мы планируем кардинально разгрузить очередь многодетных семей, желающих получить земельный участок. Чтобы получить участок, нужна лишь казанская регистрация и наличие 3 или более детей. С 2011 года землей уже обзавелись почти 3000 семей. Лина Зинатульна, Андрей Натальцев, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Дважды оскверненные в Набережных Челнах неизвестные снова испортили памятник Габдулле Тукаю. Напомним, 2 года назад хулиганы уже разрисовали монумент и вырвали книгу, которую держит поэт. Кто стоит за беспорядками, пока можно только предполагать. В ближайшее время памятник восстановят, однако камеры видеонаблюдения здесь не предполагается. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Из рук в руки. Казанские врачи восстановили кисть руки. О том, насколько все прошло успешно, расскажет Альбина Минибаева. Покупки по расписанию. Очень много, и я не понимаю вот этих предложений. О возможных изменениях в законе о торговле. Альбина Слугараева. Новые предложения для старых партнеров. Арабские инвесторы присматриваются к Татарстану. Рустам Минниханов пригласил их к сотрудничеству. Сейчас президент республики находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Александра Севастьянова знает, о чем уже удалось договориться. 7-й ежегодный инвестиционный форум в Дубае. Во главе делегации Татарстана Рустам Минниханов. А здесь в эти дни более 500 компаний из 40 стран. Представили достижения сельского хозяйства, торговли, строительства, энергетики, банковского дела и даже страхования. Для республики значимые отрасли, поэтому и стенд в виде сердца.
Впечатлениями президент Татарстана традиционно поделился со своими подписчиками в Инстаграм. Презентации на форуме не ограничились. Рустам Минниханов встретился с эмиром Дубая Мохаммедом Ибн Рашид Аль Мактумом. Он, вопреки протоколу, уделил экспозиции Татарстана куда больше положенного времени. Его заинтересовал потенциал республики. В ответ Рустам Минниханов призвал арабских инвесторов к сотрудничеству и пригласил с ответным визитом в Татарстан. Основные, конечно же, моменты, связанные с привлечением инвестиций, это соответствие законодательства данного региона и обеспечение безопасности и сохранности этих инвестиций. Уже на пленарном заседании Рустам Минниханов отметил, Татарстан занимает первое место в национальном рейтинге по инвестиционному и инновационному развитию. Когда приходят прямые иностранные инвестиции, мы получаем возможность перенять вот тот менеджмент высокого уровня, те стандарты, которые, я считаю, что прямые иностранные инвестиции, конечно, позитивно влияют на рост экономики. В качестве примера особая экономическая зона Алабуга. Об экономике пошла речь и после на встрече Рустама Минниханова с министром экономики ОАЭ. Эмираты – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. Некоторые компании Татарстана с ними уже сотрудничают. Здесь и представительство КАМАЗа, а в планах Казанский вертолетный и Зеленодольский судостроительный. Татарстану уже интересны принципы внедрения исламского банкинга. Сейчас республика – пилотный регион России в этом направлении. В череде встречи диалог с президентом ежегодного инвестиционного форума. Опыт проведения международных выставок для республики интересен. В знак подтверждения приглашения поучаствовать в Казан-саммит-2017. Мы составили проект дорожных карт наших деловых предложений. Насыщенная программа визита в первый же день увенчалась подписанием протокола о сотрудничестве холдинговой компании «Акбарс» и эмиратской компании в области судостроения. Александр Севастьянов, Марат Хусаинов, ТНВ, Объединенные Арабские Эмираты. Из рук в руки казанские микрохирурги не только пришили кисть пациенту, но и восстановили все ее функции. Это как раз тот случай, когда все сложилось удачно. Альбина Минибаева узнала, в чем секрет успеха. Первым пальцем тоже пошевелить. Есть, вот я его ощущаю. Ну просто чувствую, пока не чувствую. Элементарно чувствовать свои пальцы для Рафиса Хафизова. Несравнимые ощущения. В республиканскую больницу его доставили из Кукмара с оторванной кистью. Врачам удалось не просто вернуть утраченную часть тела, но и восстановить ее. Сама операция по реимплантации для казанских хирургов не в новинку, но добиться такого результата – победа. Любая реимплантация, она непредсказуемая. Где-то нарушен какой-то один маленький шовчик, то вся операция будет 8-10-часовая, будет на смарку. Операция длилась 8 часов. Руководил ею микрохирург Алексей Богов. Восстановили кость, лучевую артерию. Потом уже врачи ждали только результатов. Ведь операция не обошлась без сложностей. Сложность возникла на этапе восстановления вен, так как произошел тракционный механизм, и вены были вырваны на уровне пястно-фаланговых суставов. Пациент может двигать своими пальцами, может их ощущать, чувствовать холод, тепло. Хоть и сейчас не так хорошо, как было до травмы, мы, конечно же, как хирурги испытываем огромную радость. Одной рукой держишь, левой рукой правой нажимаешь кнопку. Так же делаешь, да, когда мы звонили? Ну, а сейчас как-то без одной руки плоховато, конечно. Сейчас у Рафиса правая рабочая, рука левая в долгосрочном отпуске. Небольшие шевеления. Все, на что пока способна его кисть. Первый шок был, когда он ее лишился. Второй – после того, как очнулся после наркоза. Очнулся. Врач, два хирурга мои пришли, говорят, пошевели, я еще не отклонил. Я говорю, как это так? Пациент сейчас находится в палате, у него предстоит долгий период реабилитации. Насколько хорошо будет функционировать кисть руки, сейчас зависит лишь от него. Но в стены РКБ он хотя бы раз еще вернется врачам. Предстоит удалить спицы, на которые сейчас держится его кисть. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В гипермаркеты по установленному графику сенаторы решили запретить торговым сетям работать по воскресеньям и ночью. Инициатива, по мнению авторов документа, поддержит малый и средний бизнес. Как в Татарстане оценивают идею Альбина Асылгараева. Пусть работают. Я считаю, что все-таки должны работать. Нет, обязательно должны работать и маленькие магазины. Мы привыкли к тому, что в основном закупаться в супермаркетах, которые работают в основном до 10, до 11 вечера. Да. Единогласно таково решение потребителей. Именно они формируют спрос, хотят ходить на шопинг в удобное для себя время. Получается, что если данный законопроект примут, отовариваться в торговых сетях по будням придется до 9 вечера. По субботам до 16:00, а по воскресеньям они и вовсе будут закрыты.
И поток покупателей ринется в небольшие магазины так называемой шаговой доступности. Это по мнению сенаторов, авторов законопроекта. Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, ограничения на работу гипермаркетов должны помочь малым магазинам. Наши депутаты тоже поддерживают инициативу поддержки малого и среднего бизнеса, но другими путями. Именно в этих торговых сетях должны присутствовать наши товары. В первую очередь хотя бы на уровне 25%. А потом доходить до 50 и более процентов. Вот если при такой постановке вопроса, мы тогда сохраним и наших товаропроизводителей, и самим нашим сельхозтоваропроизводителям придется научиться, потому что и стабильная поставка в течение года, и товары должны соответствовать стандартам. Принятие такого закона, на первый взгляд, было бы выгодно таким торговым площадкам, как Агропромпарк. Но даже здесь руководство сомневается в том, что документ пройдет. И есть конкретные аргументы. Представьте, мы гипермаркет ограничиваем в этом объеме, что неминуемо что приведет. Я считаю, к увеличению цены. Потому что он понимает, что они вынуждены простой, и как-то это все надо компенсировать, а аренду за здание, за заработную плату персонала он платит, поэтому это опять скажется в той или иной степени на покупателя, наверное, на стоимости продуктов и, как следствие, на покупателя. Проект поправок в закон о торговле планируется внести в Госдуму в течение осенней сессии парламента от имени рабочей группы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Именно она, к слову, предложила антитеррористический пакет законопроектов. Альбина Слугараева, Алмаз Зиадинов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Он перевернул страницу поэтов-шестидесятников и оставил свой поэтический след в Казани. Татарстан прощается и вспоминает Евгения Евтушенко. Человек-легенда или человек-эпоха, как его еще называли. Каким татарстанцы его просто не запомнили, а выучили наизусть. Дмитрий Аринин. Прежде всего, приехал в Казань в 1969 году и пришел в музей. Так началось знакомство Евгения Евтушенко с нашей республикой. Поэт захотел посвятить поэму Казанскому университету. И здесь же спустя год состоялась ее премьера. Считаю, что это самый великий поэт нашей современности, потому что его стихи – это стихи гражданского лирика, стихи великого поэта, который не боялся сказать правду людям. Так говорить правду в поэзии, при этом собирать стадионы, стало отличительной чертой поэтов-шестидесятников. Как говорили Евтушенко, морозным сибирским ветром ворвался в московскую оттепель. Те образы, те стихи, которые он создал, они в памяти, они и в кинематографе, и они и в спектаклях, они и в цитатах, они раскиданы просто везде, повсеместно. Именно Евтушенко, автор известного тезиса, что поэт в России больше, чем поэт. И его стихами мир узнал, что танки идут по Праге, и о том, какая она братская ГЭС. Он заступался за диссидентов перед генсеками, и к нему в гости приходил американский президент Никсон. Он много ездил по стране, и вот эти впечатления, общался с народом, он очень это любил, его подпитывали, давали ему темы для его творчества. Так творил и путешествовал Евгений Евтушенко и в преклонном возрасте. В Татарстане он был несколько раз. Последний визит состоялся летом 2014 года. Евтушенко стал одним из героев казанского проекта «Литературный дворик». И он идет, и с каждым шагом, вот такое впечатление, каждый шаг, и минус 10 лет, и минус еще 10 лет. И когда он уже дошел до точки назначения, это, конечно, совершенно другой человек. Это такой юный блеск в глазах. С таким юношеским задором Евтушенко читал свою самую пронзительную поэму «Дай Бог», написанную уже на излете советского государства. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. В память Евгения Евтушенко наш телеканал решил запустить литературный видеофлешмоб. Под хэштегом «Творчество на века» ТНВ. И каждый может прочесть стихотворение, выложить его в социальной сети. Но избегая вырождений, нельзя с мерзавцами дружить. Не исчезай, дай мне свою ладонь. На ней написан я в это верю. Дмитрий Аринин, Елизавета Пастухова, Александр Лобанов, Андерсон Тальцев, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Улетели за час. Билет на балет фактически уже не купить. Сегодня стартовали продажи на Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. В этом году он откроется 13 мая и станет 30-м юбилейным. К тем, кто провел бессонную ночь у кассы, присоединилась и наша съемочная группа.
Да, конечно. На часах нет и 10, а очередь уже под 100 человек. Талоны выдают здесь же, сами же. В очереди зритель с 30-летним стажем Валерий Сафин. Сохраняет верность Нуриевскому фестивалю с первых дней. Как зритель это у меня будет 3856 раз, 49-го года. Старейшие зрители России и Татарстана. Видел всех звезд в мире. В общем, нет слов. У меня более 2000 автографов и снимков. Ровно в 10 часов открываются кассы. Чтобы вырвать счастливый билет, Марату Бектагирову пришлось дежурить у кассы с 11 часов ночи. Ценим данный фестиваль. Дружно всей семьей ходим. Вот я как самый молодой стою здесь, за всех отдуваюсь. Дядя и тетя Марата будут довольны. Он выкупает билеты практически на все дни и почти на 100 тысяч рублей. Борьба за вход на Нуриевский идет нешуточная. Те, кто в очереди, подсчитывают каждый проданный билет. Кто-то уже недоволен, предлагают отдавать в руки не больше 4 билетов. Первый день продажи билетов, и билетов уже практически нет на спектакле. Это же невозможно по 5 часов стоять. Пенсионеры стоят, ладно, молодые. В первую очередь билеты уходят распространителям, потому что они работают с постоянными клиентами, работают с организациями, и у них действительно должно быть больше билетов в портер, потому что они в течение всего года продают билеты. Отсюда и понятна нехватка билетов. В кассы поступают оставшиеся. Они же выставляются и на онлайн-продажу, в том числе на портал госуслуг. Интернет-кассы также открылись в 10 часов. Традиционные. Через этот ресурс билеты уходят в первые часы. Лейсан Сабирова, Данил Филатов, ТНВ Казань. В выходные столица республики принимала лучших самбистов страны. В спорткомплексе «Батыр» уже в 27-й раз прошел турнир памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Кто вышел с ковра победителем? Салават Мухаммадуллин. Броски на грудь, спину, плечо. Легендарный Накип Мадьяров этими приемами в свое время уложил на ковер не один десяток спортсменов. В честь мастера спорта международного класса турнир проводится уже в 27-й раз. На этом турнире уже новые самбисты, борцы, уже из поколения в поколение передается. Конечно, это для нас праздник семейный. Побороться за звание мастера спорта в Казань приехали почти 300 спортсменов с 20 регионов страны. Впервые за многолетнюю историю турнира побороться на ковер вышли и девушки. Я старалась применить именно свои коронные приемы, не преследовала цель как можно быстрее выиграть, а преследовала цель выполнить свои задачи. Турнир проводится при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Его организаторами выступили акционерное общество, холдинговая компания «Акбарс», Федерация самбо республики и творческое объединение «Акбарс Арт». Эти соревнования являются одним из этапов подготовки к международным стартам, к чемпионатам мира, Европы, Кубкам мира. За 2 дня соревнований самбисты разыграли 27 комплектов наград. И это тот случай, когда память о великом татарстанском борце хранится не только в сердце, но и на его любимом ковре. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». 5 человек пострадали в крупной аварии на улице Фучика. Все подробности через несколько минут. Далее в выпуске прогноз погоды. До свидания. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 пятерки 3 единицы. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Специальное предложение. УАЗ Патриот от 699 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. С 5 по 9 апреля Всероссийская ярмарка в Казани. Павильон у Татнефть-арены. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью.
Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Гранитный памятник с оформлением за 8900. Данила Мастер. 202 38 32. Урамда яз, күңелдән наз, филармониядә Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, танылган юмор сталары һәм музыкантлар. 19 апрель. Филармония. Болгар радиосы концерты. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Большой футбол вернулся на Казань-арену. Впервые в этом году 45-тысячный стадион был использован по назначению. Матч премьер-лиги российского чемпионата между «Рубином» и «Зенитом» смог заполнить трибуны лишь на четверть. Прохладная погода даже в апреле преследует летний вид спорта. Автором первого забитого мяча стал Артем Дзюба. Спустя всего 4 минуты Мигель Дани и Александр Кокорин вдвоем прошли всю защиту казанцев. Во втором тайме «Рубин» мог реабилитироваться и не раз, однако в завершающей стадии не хватало везения и точности. Казанцы сделали все, чтобы спасти игру, но пробить голкипера в этот день хозяева поля было не суждено. Итоговый результат на табло 0-2. Уже 6 апреля «Рубин» сыграет на выезде с «Уралом». Это будет матч полуфинала Кубка России. Кокорин, хоть все сейчас многие пытаются над ним шутить, это очень культурный футболист, и он демонстрирует, играет. Луческо, я думаю, не играл бы. Человек, который плохо смотрится, потому что со стороны у нас любит, сидя на диване с огромным пузом или с кривыми ногами, сидеть, обсуждать, кто там деревья, кто полено, знаете, открывая баночку пива. Ну, это наша, знаете, страна. У нас все профессионалы во всех. Вот куда не глянешь, они все умеют, все сидят. Но только с дивана через раз встают, не спотыкаясь. Продолжаем футбольную тему, только теперь о виртуальном спорте. В Казани состоялся чемпионат России по киберфутболу. 16 представителей клубов российской премьер-лиги выясняли, кто сильнейший на компьютерном поле. Все как в реальном спорте. Настрой, техника и даже тренеры. Для того, чтобы определить победителя, потребовалось несколько дней. В этом году чемпионом премьер-лиги по киберфутболу стал игрок ЦСКА Андрей Гурьев. Теперь он отправится защищать честь российского киберспорта на европейском турнире. Мы постарались учесть тот опыт, который есть, по крайней мере. Просмотрели очень много материалов о том, как проводятся такие турниры за рубежом. И мне кажется, мы взяли самое лучшее. Ну, судя по тому, что зрителям нашим это понравилось, я думаю, нам это удалось. Настоящим триумфом «Динамо» завершилась ответная игра Кубка ЕКВ по волейболу среди женских команд. Казанский коллектив принимал на своей площадке турецкий «Галатасарай». Первый матч в Стамбуле команда Ришата Гилезюдинова проиграла с сухим счетом. Поэтому в Казани необходимо было реабилитироваться. Причем сделать это также с крупным результатом. Задача не из легких, но при поддержке болельщиков девушки с ней справились на ура. Соперницы вышли на золотой сет, в котором и определится второй финалист Кубка. До этого первую путевку получила итальянская команда «Бустар Сицио». В решающей партии Дарья Столярова ставит окончательную точку в матче. И «Динамо» выходит в финал международного турнира. Уже 11 апреля стартовая встреча пройдет в Казани, потом серия переедет в Италию. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде через минуту, а пока вашему вниманию полезная информация. Спонсор выпуска – санаторий Бакирова, одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет свое здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Хотите почувствовать тепло? Хотите почувствовать заботу? Целебный, комфортный, уютный. Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово. А теперь поговорим о погоде.
Не успели мы порадоваться весне, как за окном вновь зимний пейзаж. По данным Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке республики будет облачно с прояснениями. Осадки будут маловероятны. Ночью по-прежнему довольно морозно, до -11, а днем температура воздуха составит -1 градус. На северо-востоке будет пасмурно. Ночью до 11 градусов мороза, днем же до 1 градуса тепла. На севере республики облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью -10, днем же +1 градус. На северо-западе осадки будут маловероятны. Температура воздуха в ночные часы составит до 12 градусов мороза, а днем будет +1 градус. На юго-западе облачно, без осадков. Ночью -9, днем же около 0 градусов. В центральном районе республики ожидается переменная облачность. Ночью до -11, днем же до 1 градуса тепла. В последующие сутки температуры начнут повышаться. В предстоящие сутки в Казани будет облачно. Ночью до 11 градусов мороза, днем же около 0 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ожидается небольшая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.